Здравствуйте, уважаемые любители спорта. На телеканале НТС специальный выпуск программы «Таймаш». Сегодня он будет посвящен второму розыгрышу открытого чемпионата Центральной Азии по пауэрлифтингу по версии ВПЦ. Носит он название «Алтын Барс». Меня зовут Жолдош Исаков. И вначале сейчас хотел бы послушать интервью вместе с нами. Это гости, представители городского кенеша, мэрии и президент Федерации пауэрлифтинга России. Совместно с мэрией города Бишкек, с городским управлением физической культуры предоставили место проведения. Это физкультурно-оздоровительный комплекс «Газпром». И мы все время с ними в контакте, потому что стараемся, чтобы развивался каждый вид спорта. Не только отдельные классические наши виды спорта в лице футбола и борьбы, то есть еще уделяем внимание классическому пауэрлифтингу, чтобы развить это. И, как вы сами видите, около 4-5 стран, то есть ближнее зарубежье, участвуют в этом турнире. Это очень радует, когда развивается, наши спортсмены могут на равных условиях посоревноваться и с спортсменами соседних ближнего зарубежья стран. Проводится чемпионат Средней Азии по пауэрлифтингу. И, как вы сами видите, здесь участвует более 500 участников и судьи с мировым именем, то есть более 20 судей международной категории. Наш городской спорткомитет тесно сотрудничает с Федерацией пауэрлифтинга уже давно, и этот турнир «Алтын Барс» мы проводим второй год, то есть традиционный уже. И здесь устанавливаются мировые рекорды. Это официально специальные люди приехали, чтобы этот рекорд регистрировать. То есть здесь участвуют те судьи, которые имеют право вот это все подтверждать. Дмитрий и Гульжана делают совершенно потрясающий турнир. То есть уже первый раз, когда я прилетел, я был поражен. То есть это огромный спорткомплекс. Это внимание властей, которое очень важно сейчас для развития спорта, потому что если есть внимание властей, значит и будет развитие спорта. За что хочется выразить благодарность председателю Кенежа и всем остальным официальным лицам. Очень много спортсменов. Если в прошлом году у нас были в основном атлеты из Средней Азии, то сейчас уже приехали индийские спортсмены. Я знаю, что заявились еще иранские атлеты. Также в этом году, после прошлого чемпионата Азии, здесь, в Бишкеке, я ходатайствовал в Международной федерации о том, чтобы уже на этих соревнованиях фиксировались мировые рекорды. Потому что я в прошлый раз прилетел, было проверено оборудование, оно полностью соответствует всем канонам, всем стандартам. Судьи были аттестированы и протестированы кыргызстанские. И в этом году уже было дано разрешение, была лицензия на фиксирование здесь, в Кыргызстане, мировых рекордов. То есть киргизский атлет, не неся больших затрат, может выступить здесь и побить рекорд мира. И это прекрасно. Итак, представлю специального гостя нашего выпуска. Руслан Аскеров, главный судья Федерации пауэрлифтинга ВПЦ ВПЦ Кыргызской Республики. Руслан, приветствую вас в студии. И мой первый вопрос. Расскажите подробно об этом турнире, который уже считается традиционным. Второй раз вы его провели уже. Да, совершенно верно. В Кыргызстане первый чемпионат Средней Азии «Алтын Барс» прошел еще в 2018 году. Мы его попробовали. Действительно, собрали очень много людей. На первом соревновании приехало около 3-4 стран. Но уже вот разрешение получили через онлайн в том, чтобы «Алтын Барс» у нас проходил постоянно, да? И с 2019 года, вот с этого года нам дали разрешение на фиксацию рекордов мира. Но здесь также не прошло без помощи бишкекского городского кенеша, как всегда порадовал, наградил официальных лиц, праздничное выступление было, всем все понравилось, гостям понравилось. Также управление физической культуры и спорта мэрии города Бишкек работает с нами на протяжении уже многих лет, ну и всегда готовы нам протянуть руку помощи. Ну, я думаю, всем все понравилось, все было очень круто. Смотрите, Руслан, в этом году второй чемпионат Центральной Азии «Алтын Барс» собрал уже около 600 атлетов из разных стран: Индии, Ирана, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана. И вот насколько повлияло успешное проведение в прошлом году чемпионата, да, все-таки с каждым годом, вот уже второй год, но уже резко увеличилось количество желающих участвовать. Как вы поддерживаете сейчас контакты
с представителями других федераций. Да, все совершенно верно. В прошлом году у нас, если количество спортсменов было около 400, то в этом году уже 600. И надеемся, что на следующий год мы наберем около 1000, а может быть и 1500. С каждым годом спортсменов все становится больше и больше. Например, в этом году приехали участники с Индии, с Узбекистана, с Таджикистана, с Ирана, с Казахстана, с России. И очень много было участников с наших областей Кыргызстана. Очень много. Прям команды приезжали с города Ош по 30 человек. С Таласа, с Нарына. Также наши спортсмены в этом году очень большие колоссальные результаты показали. Было побито очень много мировых рекордов. Действительно, вы знаете, даже если наши спортсмены, наши атлеты выезжают даже куда-то в зарубеж, где-то выступают на других соревнованиях, то мы никогда еще ни разу не приехали без медали. Например, если предстоящий чемпионат мира, который был ранее, да, мы привезли около 12-14 золотых медалей. Поэтому и как бы спортсмены других государств, в частности от Индии, уехав от нас, они в восторге. И на следующий год уже хотят заявить, даже если мне не, как бы память не изменяет, да, то они уже предварительно заявили 36 человек. На следующий год? Да, на следующий год. Главное, вот, смотрите, Руслан, получается, с каждым годом количество участников растет, и особенно радует то, что количество участников растет из наших регионов. Вы знаете, было время, когда пауэрлифтинг был вот таким видом спорта, который развивался у нас только в столице, а в последние годы, как и президент вашей федерации Дмитрий Дорженко нам рассказывал, то, что были и сборные из Аша, из Иссыкуля. Каракол очень хорошо представлен у вас тогда в чемпионате. И насколько успешно сейчас представители регионов выступают в рамках чемпионата? Каковы их успехи? знаете, вот получается, как только федерация получила право на вот именно по проведению турнира, фиксация рекордов мира, количество людей вот именно сразу увеличилось. Только способствует то, что можно, никуда не ездя, действительно, никаких затрат не делать, у нас в городе, на родной земле, можно побить рекорд мира. Что еще может быть лучше? Это, я думаю, классный результат и классный шаг федерации вперед, а также для Кыргызстана. И давайте поговорим о технических моментах, например, как принято говорить, о железе. Вот насколько крутое оборудование, насколько вот эти... Весь инвентарь спортивный был завезен для фиксации этих рекордов. Вот эти технические моменты давайте обсудим. Да, мы видели экраны, где все фиксируется и в онлайн выдаются в сайт. Да? Как эта система работает? Расскажите. Да, действительно, по итогам прошедшего международного чемпионата Азии Алтын Барс, и именно благодаря вот именно онлайн-программе Международной Федерации, и Международная Федерация оценила эту работу и вот именно нам дала со следующего года, вот смотрите, если в этом году только чемпионат мира, то есть мы могли рекорд чемпионата мира фиксировать, да, то теперь со следующего года, с марта месяца, пройдет Кубок Азии, и мы сможем фиксировать рекорды уже Азию. То есть в этом году, да, мы не могли фиксировать рекорды Азии, у нас не было такого разрешения, но... Вам теперь разрешили фиксировать азиатские рекорды. И на ваших экранах, друзья, официальная церемония открытия с участием танцевальных и музыкальных коллективов города и представителей Общество ветеранов войны в Афганистане и Боевое братство. Мы знаем, что у вашей федерации отличные отношения с представителями ветеранского движения, награждение медалями. Юрий Устинов на ваших экранах, многократный чемпион мира, президент Федерации пауэрлифтинга России. Он, кстати, очень высоко оценил организацию, сказал, что все было шикарно и, опять же, сделал акцент на том, что наконец-то в стране, в нашей на родной земле, как вы сказали, есть возможность фиксировать рекорды. И насколько сейчас сильны позиции нашей страны, вот, ну, естественно, в рамках пока Центральноазиатского региона, вообще в мировом движении пауэрлифтинга?
Знаете, я думаю, не только в рамках азиатской, я думаю, в рамках всего мира, международной, потому что я знаю очень много спортсменов, которые выехали, в данный момент проживают на территории там, Америки и тому подобное, выступают на коммерческих турнирах Arnold Classic, где призами являются там, высокие, да, суммы, и они их выигрывают и показывают, и говорят, что мы с Кыргызстана, держат наш флаг, поэтому у нас у кыргызского народа очень большой потенциал, я думаю, в любой точке земли. И вот смотрите, теперь уже возвращаясь к результатам спортивным, насколько вот вы в кадре у нас сейчас, да, спиной к нам, Да, в очках совершенно сидите, и насколько повысился уровень спортсменов вот за последнее время? Скажите, Руслан, вы непосредственно все время находитесь там, каждый результат вы сами фиксируете, и что вы можете сказать? Да, я этот результат уже фиксирую с 2000 года, уже практически, да, можно сказать, 20 лет скоро будет. Огромный, громадный опыт. Да, громадный опыт. Поэтому мы постоянно проводим тренинги с тренерами, обучаем их, как правильно выполнять упражнения, над какими ошибками нужно работать. А также у нас очень такой высококлассифицированный штат сотрудников по судейству, которые имеют от первой категории до национальной категории, а также международной категории. Постоянно проводим тренинги, обучение. Слаженная, да, такая работа, проведенная, трудоемкая. Поэтому Международная федерация и представители с России это все оценили, увидели. И я думаю, Алтын Барс в Кыргызстане задержится надолго. Еще такой момент. Смотрите, по долгу службы нам приходится комментировать различные виды спорта. Иногда в некоторых из них, честно говоря, всегда идет такой, в кавычках, негатив в сторону судей. То спортсмены ссорятся, не признают результаты. У вас, вот в Федерации пауэрлифтинга ВПЦ, я ни разу не видел, чтобы кто-то высказывал недовольство. То есть насколько слаженно работает судейский корпус, мы это видим. И были ли случаи, когда, например, спортсмен был недоволен судейством? Да, конечно, не без этого бывают иногда недовольства. Но для этого у нас есть все прописанное на бумаге. Мы всегда можем показать и доказать о том, что, ну, то есть, если спортсмен выполнил неправильно, если он недоволен, он может подать апелляцию. Да. И судейская коллегия собирается, рассматривает, просматривает видео, объясняет. Если не правы, то, соответственно, тогда дают дополнительный подход. То есть спортсмен в любом случае счастлив уйдет, в любом случае. То есть спортсмен защищен, да? В любом случае, да. Имеет право апеллировать, если решение, вынесенное корпусом, правильное, вердикт остается. Если там какие-то были моменты спорные, то дается новый подход. Совершенно верно. И еще замечу, мы не берем за это ни копейки. Отлично. Смотрите, смотрим еще, как выступают спортсмены. Очень хорошо был представлен Казахстан. Российские атлеты были на этом турнире. И с недавних пор представители Таджикистана, Узбекистана уже подтягиваются до уровня нашей страны. Вот сейчас вы говорили, да, о том, что в прошлом году, кстати, мы с президентом Федерации пауэрлифтинга ВПЦ с Дмитрием Дорошенко обсуждали еще и вот прошедший чемпионат мира. И очень, скажем так, очень высокий результат показала наша сборная. И какие планы вот на ближайшее будущее у Отечественной Федерации ВПЦ? Расскажите, пожалуйста. Я думаю, оставаться всегда первыми, не сдавать позиции, потому что команда Кыргызстана растет с каждым годом все больше и больше. В принципе, в каждой категории у нас первые места. Но мы свою абсолютку не отдаем, держим. Так что я думаю, мы останемся на этой позиции. Вот насколько сейчас вообще движение, мировое движение пауэрлифтинга эволюционирует сейчас, вы знаете, во всем мире любой вид спорта не стоит на месте, с каждым годом что-то меняется. Какие есть изменения здесь, вот в вашем виде спорта, Руслан? Изменения, ну, как бы не таких сильных, таких прямо, что прям замечали спортсмены и как-то на их показателях
им что-то мешало, такого нету. Единственное, что немножко усложняем, делаем как бы нормативы чуть выше для того, чтобы интерес появлялся, потому что достигнутый спортсмен достигнет все результаты. Ну, больше нечего делать, как бы выступать дальше и идти. Поэтому, да, стимулируете. Да, стимулируем. Вот, например, с марта месяца пройдет Кубок Азии, а в июне уже пройдет с допинг-контролем. Вот, например, уже 3-й международный чемпионат в Средней Азии Алтын-Барс уже будет дополнительный, уже с доп-контролем. То есть человек может выбирать и, например, без доп-контроля, и с доп-контролем, и в той фильме. То есть будет представлен выбор. Да, выбор. Человек может заявиться куда захочет. Куда захочет. И с каждым разом у нас повышается дивизии. То есть, если раньше можно было выступать только в опене, да, то есть там ветераны могли, и юниоры, и открытые категории, и женщин, то теперь у нас юниоры отдельно, саб-юниоры отдельно, ветераны отдельно. То есть уровень очень растет постоянно. Очень хороший. И если говорить о персонале, то в этот раз на втором турнире Алтын-Барс, открытом чемпионате Центральной Азии, Петр Кучерявых показал хороший результат. По сумме 3 упражнений у него результат 742,5 килограмма. И получается отрыв от ближайшего преследователя на 102,5 килограмма. То есть, открыто говоря, чудовищная разница, да, для турниров такого уровня. И кто еще вас впечатлил в этот раз, Руслан? По Петру Кучерявому мы еще с ним с 2004 года выступаем. Он в нашей сборной команде был. А Кыргызстан мы постоянно выезжали. Поэтому человек, спортсмен, уникум. Он не только в этом виде спорта, в пауэрлифтинге, он и в кроссфите, везде, да, и показывает везде хорошие результаты. Разносторонний человек. Да, разносторонний человек, красавец, молодец, сам является тоже тренером, поэтому вообще супер. Но, вы знаете, я не могу конкретно объяснить, да, и сказать, какой именно спортсмен мне больше всех понравился. Действительно, вы знаете, уровень очень высокий у всех спортсменов. Всех спортсменов я очень давно знаю. Со всеми постоянно выступаю, постоянно их вижу на помостах. И каждый спортсмен каждым разом показывает свой результат. Поэтому они меня восхищают все. То есть плоды их работы вы видите В каждом. Сидя там. Вот представители Индии на ваших экранах. В этот раз была немногочисленная делегация из этой страны, но, как рассказал Руслан ранее... Подчеркну, он является сам президентом Федерации ВПЦ в Индии. Да, сам президент приехал. Кстати, выступал президент Федерации Индии, сказал, что очень рад такому гостеприимному приему. И вот, как уже отметил Руслан ранее, в следующий раз делегация из Индии будет представлена уже десятками человек. Также, еще напомню, была делегация из Ирана и другие страны, которые традиционно являются нашими соперниками. И Дмитрий Дорженко, президент Федерации пауэрлифтинга ВПЦ, очень часто приходит к нам в студию, является частым гостем и много раз рассказывал о том, что очень хорошо реагирует в России, например, на различных турнирах, на участие кыргызских спортсменов, которые показывают очень хорошие результаты. И что делается вот сейчас усилиями Федерации для того, чтобы наши отечественные спортсмены на ближайших турнирах выступили на довольно хорошем, на своем хорошем высоком уровне? Расскажите об этом. Ну, во-первых, мотивацию мы поднимаем, это расположением, где находится, гостеприимством, встречей с аэропорта, дать им где заселение, да, отели и тому подобное, объяснение, как выступать на соревнованиях. Ну, в общем, Кыргызстан всегда славился гостеприимством. И это немаловажный фактор у нас в Кыргызстане. Почему даже вот пост с Индии президент Федерации написал, даже пост сказал, что у нас очень красивая страна, очень дружелюбные люди, и поэтому очень хочется к вам ехать и делать. А также мы всегда стараемся сделать какие-то подарки, у нас очень красивые медали, то есть, ну... Организация на уровне. И сейчас тогда как развиваются контакты вашей федерации с вашими коллегами из других стран?
Это же всегда диалог, всегда надо разговаривать, Диалог идти на постоянно контакт, поддерживает развивать у нас сотрудничество. Гульжан, это непосредственно является вице-президент Федерации пауэрлифтинга. Джана Нурлаева Да. является вице-президентом, да. Да, она всегда поддерживает контакты, каждый день она с ними общается, дружеские отношения. То есть никогда не оставляем их без внимания. Отлично. И опять возвращаясь к реалиям, расскажем вам о том, что среди мужчин троеборцев в весе до 60 килограммов первенствовал Ислам Арипов. Вторым был Андрей Ким. Третий был Вячеслав Бондарев в весовой категории до 90 килограммов. 125 килограммов Ефим Емцев. Все они представляют Казахстан. И Руслан Силин представляет столицу Казахстана, которая с некоторых пор называется Нур-Султан. В категории 82,5 килограммов победил Петр Кучерявых, о нем мы говорили, 100 килограммов Александр Белимов, 110 Артур Ульбаконскинс, который во всех турнирах является призером или победителем. Весит до 140 килограммов Дмитрий Сизых. Это наши отечественные спортсмены. И в абсолютном зачете по соотношению своего и поднятого веса тройку лидеров составили Андрей Ким, Александр Белимов и Петр Кучерявых. Вот один представитель Казахстана оказался на помосте. Среди женщин в троеборе в весе до 44 килограммов победила Татьяна Полстянова, 48 килограммов Александра Ким, в весе до 56 килограммов Роксана Набиева, 60 килограммов Ольга Жиленко, 67,5 килограммов наша именитая Любовь Малеева, 75 килограммов Татьяна Кабакова. И в весе до 52 килограммов первенствовала представительница Казахстана Валентина Тарасова и ее соотечественница Дарья Нестерова в весе до 80,5 килограммов была первой. В абсолютке пьедестал подсчета выглядит таким образом: Любовь Малеева, Татьяна Полстянова и Ольга Жиленко. Вот такие вот результаты показали наши и гости этого чемпионата. Кстати, Алтын Барс будет заявлен на следующий год, это нам подтвердили. И вы сказали, до 1000 спортсменов. Количество это всегда хорошо. Вот по качеству, и Юрий Устинов сказал, что с каждым разом качество растет. Как будет, по-вашему, скажем так, прогнозируемые результаты? Вы можете нам рассказать, Руслан? Да, ну по месту проведения соревнований мы, наверное, также оставим «Газпром». Вот, также будет 2 помоста. Единственное, на что можно будет поработать, это увеличить штат еще судейской команды. Ну, я думаю, это сложно не будет, потому что я этим занимаюсь сам лично. По организации именно компьютеров, там, программы, у нас все в порядке. Поэтому, я думаю, сложности не будет никакой. Для нас уже что 700, что 1000 уже мы справимся в легкую. Отлично. И вот гости этого турнира рассказывали нам о том, что возможность фиксировать мировые рекорды у нас в стране, это, скажем так, одна из стимулирующих факторов. Совершенно верно, и да. Скажите нам, сейчас насколько оперативно это все выходит в эфир? Нам сказали, что почти секунда в секунду фиксируется и выводится на экран. Да, с момента нажатия мышки через онлайн-программу результат оказывается на Международной Федерации. Вы сразу можете зайти в интернет, на сайт Международной Федерации пауэрлифтинга, рекорды чемпионата мира и увидеть свою фамилию. Это вообще сложность сейчас нет. Вообще никакой. Отлично. То есть по технической части проблем нет. То есть человек выступает, он представлен здесь, на этом турнире, он показывает результат. И в этот же момент, если он показывает положительный результат, берет какой-то вес, и этот же результат выводится на экран, как уже сказал Руслан. О ближайших планах, какие турниры нас ждут в ближайшее время? В ближайшее время, в сентябре месяце, это у нас азиатские игры будут, и мы там выступим, проведем турнир, вот, запланировано. Потом чемпионат Республики Кыргызстана, получается, в ноябре, в конце ноября. Ну, возможно, еще какой-нибудь турнир проведем зимой. Отлично.
Ну что ж, это был Руслан Аскеров, главный судья Федерации пауэрлифтинга в ВПЦ Кыргызской Республики. Ну что ж, наш специальный выпуск подошел к концу. Этот выпуск был посвящен второму розыгрышу открытого чемпионата Центральной Азии Алтын Барс. Спасибо, что были с нами. Любите и занимайтесь спортом. До свидания. До свидания.